Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир только с позитивными интересными новостями. Вначале я объявил конкурс о том, что вы можете присылать ответы на вопрос, чем питаются кроме мяса львы, и отправлять ответы свои на наш WhatsApp номер 8 914 279 22 62. Поступают ответы, их огромное количество. Мы с нашими гостями, которых я хочу представить, это Алексей Антонов, он ведущий программы, Анастасия Ковалева, она ассистент и будет помогать нам в общении с нашим гостем Элсио Каэтано, он мотокаскадер. Все представляют цирк «Адреналин», и мы с ними договорились, что тот, кто правильно первым ответит на этот вопрос, получит приз — билеты в цирк. Вот замечательная программа, я так думаю, будет представлена. Что мы увидим там, Алексей? Ну, во-первых, мы привезли единственный, самый маленький шар, который весит 5 тонн. Это мотокаскадеры из Бразилии. Это 3 человека, 3 мотокаскадера, которые непосредственно находятся в одном пространстве. То есть это стоит посмотреть. Также алжирские львы. Это 3 огромных льва, почти по 400 килограммов каждый. Воздушные гимнасты, акробаты. То есть, у нас программа рассчитана и на детей, и на взрослых. То есть абсолютно что посмотреть. Также змеи, как вы сами видите. А вот этот гость нашего эфира, он будет тоже выступать? Тоже будет выступать. То есть у нас девочки, шоу-балет. То есть также непосредственно с Бразилии девчонки. Вот они как раз работают с этими змеями. Элсио, вы первый раз в Якутии. Как впечатление от наших морозов? What you feel? Yes, the first time I stay here, it's for me so hard because I live in a hot country. I change for -40, no easy, but it's amazing. Он говорит, что это тяжело, потому что он родом из горячей страны. У них там только плюс 40, плюс 30 и плюс 15 минимум. И когда он приехал в минус 40, он ощутил, что это очень-очень странно. Но он говорит, это удивительно, потому что у него есть возможность побывать в вашем городе, в вашей стране, в России, в холода, в тепле, почувствовать это все. А что будет представлять Элсио у нас здесь, в Якутии? What number you make? I make globe of death, jungle. Yeah, good. Он жонглирует булавыми мячиками и работает в шаре с мотоциклистами. Еще 2 из бразильца, они катаются, сначала катается 1, потом 2, потом заходит девушка в шар, и потом они катаются втроем. Девушка, это вы? Да, это я. Получается, они катаются вертикально, горизонтально, меняют направление, и это очень сложно, потому что нужно все время следить друг за другом, потому что один упадет, упадут все. Это вот смертельный именно трюк. А почему вот Элсио выбрал именно это направление мотокаскадерства, и как давно ты этим занимаешься? Because you take it life for you, it's motorbike, circus, how much time you work in this? It's tradition because my full family generation work in circus. My father do it. He give me its globe for me. He train. I think he have like 8-9 years globe. On the globe. Он занимается всю жизнь этим. Получается, это придется по традиции. Его родители, у них есть цирк. У папы был шар, он ездил в шаре. Он передал как сыну этот шар, научил его кататься, рассказал ему все, показал. И по традиции все дети работают тоже в цирке и передают своим детям. Я так понимаю, что ребенок Элсио тоже будет заниматься? Да, ребенок Элсио тоже будет, наверное, заниматься. Алексей, вот по поводу программы, да, вы путешествуете по стране, много где бываете, Якутия, я так понимаю, впервые. Да, первый раз мы, конечно, с такой программой добрались до вас, ехали почти 2 недели, то есть непосредственно с Москвы. Где будут проходить выступления? В вашем государственном цирке, то есть на Пояркова 22. Также мы продлеваемся до 10 марта, но билетов очень мало, то есть я советую, чтобы все заранее приобретали, чтобы не было ажиотажа, потому что уже на кассах цирка уже такое происходит. То есть все хотят, большинство хотят попасть на нашу программу. Где успели уже побывать и были ли какие-то случаи такие весьма интересные, может быть, забавные или курьезные? Были в Находке, на Камчатке, то есть добирались паромом. Вот это, наверное, самое такое экстремальное у нас было времяпровождение, то есть мы почти 11 дней плыли до Камчатки, с Владивостока на Камчатку. Вот там работали 2 месяца.
Ну и каждый день у нас тоже был аншлаг, народ принимает хорошо, то есть абсолютно всем нравится. А как львы переживают вот эти переезды? Ну, в принципе, они привычные, мы их берем же с детства маленькими, то есть им уже по 1,5 года. То есть они как бы с детства мы ездим, путешествуем, то есть у нас каждую неделю, в принципе, разный город. Вот. Поэтому они привыкают, адаптируются. Спокойно. Такого не было, чтобы там как-то плохо, то же море. Нет, абсолютно нормально. А сколько вообще длится ваша программа и как часто будут представления? Программа у нас длится 2 часа 20 минут, это вместе с антрактом. То есть каждую пятницу, субботу, воскресенье у нас шоу. Так что ждем гостей. Но билеты я советую покупать заранее. Я так понимаю, что Элсио будет выступать каждую программу и вместе с... Вас же 3, да, там, мотокаскадеров, да, будет? 3 парня, да. 3 парня будет. А вот жонглирование, чем вы жонглируете там? У него есть мячики, About Your Jungle, What Your Jungle Will Make. У него есть мячики, светодиодные, простые, булавы и кольца. А вот это сложно вообще жонглировать? It's very Как hard долго вы for you учились make этому? jungle or not. How much time you study for this number? Да, for me, every number is so hard. Not so easy because you need train it so much, you need dedication for circuit. Он говорит, что любой номер в цирке сложный, ну, то есть так же, как и с животными, как и акробаты, воздушники. То есть для всего нужны тренировки. То есть только репетиции, тренировки каждый день, усердно работать над своим телом, над своими навыками, и тогда получится любой номер. Спасибо вам большое за то, что вы подошли к нам в студию. Хочу напомнить телезрителям о том, что у нас в гостях был цирк «Адреналин», который приехал погостить к нам в Якутию. Гастроли продлятся до 10 марта. В течение почти месяца будут выступать ребята, будет колоссальное представление. Все это будет проходить в Государственном цирке Республики Саха-Якутия по Поярково. Билеты покупаются там же в кассе, так? Да, я понимаю, да, Лев? непосредственно в кассе цирка, конечно. Ну, Спасибо большое еще раз, хорошего настроения. Надеюсь, Якутия оставит только самые теплые воспоминания, и наши зрители подарят вам овации. Спасибо. большое. Ну а мы продолжаем наш эфир буквально после короткой рекламной паузы. Оставайтесь вместе с нами, не переключайтесь.